Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 82-летняя пассажирка, летевшая рейсом Сочи-Москва-Якутск 18 октября, скончалась в больнице Сыктывкара. Врачи до последнего пытались спасти пожилую пациентку, однако реанимационные действия не дали результата. Бабушке стало плохо во время перелета. Самолет авиакомпании «Якутия» совершил вынужденную посадку в республике Коми, после чего пожилую пассажирку на скорой помощи доставили в кардиоцентр. Воздушное судно продолжило полет после того, как женщину госпитализировали. Всего на борту находилось 142 пассажира и 7 членов экипажа. В Мирнинском районе двое ранее судимых жителей лишили интернета и телефона более 500 жителей, причинили ущерба на миллион и заработали на этом 20 тысяч рублей. Деньги потратили на еду и выпивку. Всего они совершили 6 фактов кражи крупных фрагментов медного кабеля. Похищали злоумышленники, как правило, кабель, находившийся под многоэтажными домами. Они отрезали провода при помощи ручной пилы для резки металла, обжигали и сдавали в пункт приема цветмета. Было похищено около 700 метров кабеля. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». 4 года условно получила работница органа опеки, которая под видом социальных выплат выманила у государства более 1 300 000 рублей в Тампонском районе. Близкий родственник подсудимой взял опекунство над 2 детьми в 2012 году и стал получать пособие. Однако в 2013 он оформил детей на себя. Однако женщина продолжала получать деньги за опекунство. В марте 2013 года опекунская семья преобразована в приемную, что влечет прекращение ежемесячных опекунских выплат. Вместе с тем, главный специалист органа опеки, умолчав о факте преобразования семьи в приемную, с марта 2013 года по январь 2018 года предоставляла в бухгалтерию в заведомо ложные сведения для начисления и перечисления данной приемной семье ежемесячных опекунских пособий. Впоследствии поступившие денежные средства подсудимая использовала по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба составила более 1 326 000 рублей. Она же, уволившись из органа опеки в январе 2018 года, ввела в заблуждение вновь принятого специалиста органа опеки и убедила последнюю в том, что в списке получателей пособия, составленные ею ранее, достоверны и подлежат передаче в бухгалтерию для начислений. А в Нижнем Бестяхе 2 магазина торговали просроченными продуктами. Они принадлежали одному индивидуальному предпринимателю. Ранее прокуратура Мегино-Кангаласского района получала информацию, в том числе из социальных сетей, о реализации товаров с истекшим сроком годности. Провели проверку и убедились, что помимо просрочки у продуктов не было документов на качество, а у персонала не было медицинских книжек. После представления нарушения были устранены. Следственный комитет опубликовал видео с места гибели каскадера при съемках художественного фильма. Инцидент произошел на территории недействующего аэродрома Калужской области в понедельник, 22 октября. По предварительным данным, в съемке сцены участвовали 2 танка и каскадер. По замыслу танк должен был остановиться на расстоянии примерно 3 метров от человека, но не остановился и совершил наезд. Каскадер скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. Следователи провели осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Немножко чрезвычайной экономики. Власти Болгарии во время обыска в подпольной типографии конфисковали крупную партию поддельных евро и долларов. Как заявила прокуратура, фальшивые деньги не успели попасть на рынок. Рассказывает Сергей Берец. Сотрудники спецпрокуратуры и службы по борьбе с организованной преступностью Болгарии провели обыск в подпольной типографии в подвале отеля в городе Солнчев-Бряг на берегу Черного моря. Изъяты фальшивые купюры 11 миллионов евро и свыше 1 700 000 долларов. Часть банкнот номиналом 100 и 500 евро, а также 50 долларов была готова к реализации, другая находилась в процессе изготовления. В сообщении прокуратуры сказано, что подделки отличались отличным качеством, а типография оснащена высококлассным оборудованием. Задержаны 4 человека, в том числе хозяин гостиницы. Рейд стал финалом совместной операции, которую в течение 10 месяцев вели болгарские власти, Интерпол и спецслужбы США. Захваченная партия – самый крупный успех в борьбе с фальшивомонетчиками в Болгарии за последние десятилетия. Замбия намерена истребить более 2000 бегемотов, так как популяция животных слишком многочисленна для территорий, на которой они проживают.
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на министра туризма страны Чарльза Банду. Чиновник объяснил, что причиной, по которой власти намерены скорректировать численность животных, стал уровень воды в реке Луангва. Ее уровень невелик для популяции, но переводить бегемотов в более комфортные условия для государства слишком дорого. В национальном парке Южная Луангва популяция бегемотов превышает 13 тысяч, но этот район оптимален лишь для 5 тысяч бегемотов, объяснил Банда. Власти Замбии не в первый раз выступают с подобными намерениями. План по отстрелу бегемотов был объявлен еще в 2016 году. Тогда Организация по защите животных добилась отсрочки уничтожения животных. По словам правозащитников, чиновники не представили никаких обоснованных доказательств того, что численность бегемотов действительно угрожает экосистеме. Ну а в отличие от Замбии, ветврачи Ленского ветеринарного пункта помогли раненой белочке, которую подобрал в лесу житель Ленска. При осмотре у белки обнаружены огнестрельные ранения в области головы. К счастью, раны оказались легкими, дробь прошла на вылет, не причинив значительного ущерба здоровью лесной красавицы, сказала ветврач Раиса Федорова. Ветеринары оказали необходимую помощь белке, теперь она будет жить в живом уголке станции юных натуралистов Ленска. А на этом пока все. Берегите себя.